Турции набирает обороты кампания за прекращение международной изоляции Абхазии. Инициаторами выступили представители нашей диаспоры. 4 июля их требования поддержала турецкая партия труда. Вскоре тема дошла и до парламента. 27 июля зампред парламентской группы «Новый путь» Сельчук Оздаг предложил признавать абхазские паспорта на турецкой границе без изменения позиции Анкары по статусу республики. Турция не признает Абхазию как независимое государство, но непризнание статуса государства и игнорирование живущих там людей – это не одно и то же. Оздаг также выступил за восстановление морского сообщения между Трабзоном и Сухумом и прямые авиарейсы. 4 августа инициативу поддержал сопредседатель Демпартии Тунджер Бакырхан. Наши братья, живущие в соседней поморье Абхазии, сегодня сталкиваются с серьезными проблемами в области демократии и прав человека. Абхазские паспорта должны признаваться действительными на наших приграничных пунктах. Этому позору должен быть положен конец. 5 августа произошел главный эпизод кампании. В турецком парламенте совместным заявлением выступили депутаты сразу 8 партий. За признание паспортов и возобновление сообщения выступили представители совершенно разных политических сил. Суммарно это порядка 176 депутатов, почти треть парламента. Для Абхазии это стало заметным политическим сигналом. На тему отреагировали многие политические и общественные деятели. Специальным комментарием отреагировало и Министерство иностранных дел Абхазии. В ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией и расценивают появление таких дискуссий как результат системной работы властей, дипломатов и всей диаспоры. А депутат Дмитрий Маршани отметил, что темы, поднятые в Анкаре, прямо перекликаются с позицией Сухума на женевских дискуссиях. Эксперты подчеркивают, что в условиях дипломатических ограничений ключевую роль начинают играть именно такие общественные каналы. Конечно, такие инициативы, исходящие от наших соотечественников за рубежом, их, конечно, нужно поддерживать, поэтому я поддержал сам. Но мы должны понимать, что в силу того, что мы частично признанное государство, мы ограничены в возможностях для осуществления официальной политики. И нам приходится больше использовать общественные институты, общественные инициативы. Вот. Мне кажется, что это направление, у нас не так мало, кстати, специалистов в самой Абхазии и за пределами, которые могли бы активность на этом направлении развивать. Это не только Турции касается, кстати. Вот. Этот потенциал нужно использовать. Мне кажется, просто нужна более такая координирующая роль МИДа использовать в этих целях. Однако на фоне такой поддержки возникла дискуссия внутри самой диаспоры. 7 августа Федерация абхазских культурных центров Турции Абхазфед заявила, что инициативная группа не имеет мандата представлять всю общину. При этом сами требования Федерация не оспаривает. В Абхазии ряд организаций призвал не допускать разногласий там, где речь идет о снятии изоляции. В их обращениях отмечается: В сложившихся обстоятельствах фонд ААМТа считает необходимым призвать к консолидации. Все институты абхазской диаспоры в Турции, включая Федерацию абхазских культурных центров и Федерацию кавказских ассоциаций, должны переступить через внутренние разногласия и амбиции ради достижения нашей стратегической цели. Общественность Абхазии с воодушевлением присоединяется к кампании по прекращению международной изоляции нашего народа. Глубоко верим в то, что вся наша диаспора, невзирая на разногласия в организационных вопросах, сумеет объединиться в рамках этой прорывной акции во имя достижения справедливости для народа Абхазии. По мнению политолога Астамура Таня, сейчас главное перевести эмоциональную поддержку в системную работу. Что касается разногласий, вы знаете, мне не нравится, что у нас в соцсетях особенно устраивают какие-то настоящие войны, навешивают ярлыки. Понимаете, может быть дискуссия по разным вопросам. Нужно прислушиваться к разным мнениям. Вот, например, я читал мнение политолога Ильчи Надзимба. Вот мы, помню, мы все гордимся, когда она выступает на международных площадках по проблеме Абхазии. Вот.
Она высказала свое мнение, она, естественно, сказала, что она эту инициативу с самого начала поддержала, но у нее есть по этому поводу какие-то определенные опасения. Вот. Мы должны, в силу того, что она разбирается во внутренней политике Турции, в своей работе позицию и Ильчи Надзинба, и тех, кто по-разному мыслит, кто специалисты в этих вопросах, мы должны использовать, потому что, чтобы был, с одной стороны, максимальный эффект от подобных инициатив, с другой стороны, всегда, вы знаете, в политике так, есть всегда оборотная сторона. И чтобы была возможность купировать возможные негативные последствия. То есть она предложила с более широким спектром работать. Вот. Политика – это такая вещь. Нельзя никогда останавливаться и почивать на лаврах. Потому что этим всегда будут пользоваться ваши оппоненты. Вот. Здесь нужно постоянное движение. Нужно информационное поле формировать. Правильное, что Абхазия – это независимая страна, какие у нее цели, что она, каким принципам внутренней, внешней политики она придерживается. Вот это все должно быть максимально для международного сообщества прозрачно. Вот. Это очень большая работа. Одним из ключевых направлений эксперт считает именно турецкое из-за многочисленной диаспоры и давних торгово-экономических связей. Но турецкое направление, оно всегда является частью нашей политики по известным причинам, потому что там живет большое количество наших соотечественников. Потом у нас торгово-экономические отношения с Турцией существуют, торговые, они интенсивно развиваются, несмотря на то, что Абхазия не признанное государство. То есть мы, по крайней мере, в этом уровне отношений мы заинтересованы. Вот. Естественно, все наши действия, они должны основываться на знании и понимании того, что в той или иной стране происходит. Будь то Турция, будь то Сирия. Вот, мы, думаю, тоже будем сталкиваться с какими-то вызовами на сирийском направлении. Это все мы должны учитывать. Вот. У нас, к счастью, есть люди, которые разбираются в этих вопросах. Вот на основе их знания и понимания мы должны формировать свой курс. Теперь организаторам инициативы предстоит перевести парламентские заявления в практическое русло. По словам юриста Аннета Тарба, следующий этап переговоры с действующими властями Турции – подготовка экспертного симпозиума по вопросам транспортного сообщения и документов. Заур Кварджа, Абаза ТВ.